Республики Саха-Якутия с основным упором на Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор продолжают, значит, выявлять и работать с заболевшими и инфицированными на территории Республики Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что мы дальше продолжаем нашу работу по выявлению тех лиц, которые у нас, во-первых, по отслеживанию и сопровождению тех лиц, которые у нас прибыли, в том числе из других субъектов Российской Федерации. Вот уже неделю мы отслеживаем и определяем в качестве, значит, меры нахождения дома самоизоляцию тех, кто прибыл, значит, лиц из других субъектов Российской Федерации. Продолжаем по всей республике через глав муниципальных образований отслеживать тех, кто прибыл как из-за границы, так и непосредственно из других субъектов Российской Федерации. На контроле органов государственной власти вместе с органами местного самоуправления у нас находятся не только воздушные ворота, но и железнодорожные ворота и автомобильные ворота в Республике Саха-Якутия. То есть у нас есть четкое понимание того, что вся инфекция, которая, весь вирус, который у нас непосредственно был на территории, есть на территории на настоящий момент, он является вирусом завозным, и поэтому, значит, мы дальше работаем в данном направлении. В целях того, чтобы защитить наше население за весь период работы наших лабораторий, сегодня у нас непосредственно уже готовится к открытию 7-я лаборатория, значит, в планах нашей открыть лабораторию и в Заречной, в одном из заречных улусов республики, для того, чтобы снимать напряжение. За весь этот период у нас через лаборатории наши по тестированию прошло порядка 12 тысяч человек. В целом мы считаем, что это достаточно большой результат для того, чтобы непосредственно говорить о том объеме работы, которая проделана по выявлению граждан, возможных заболевших. Но необходимо обратить внимание на то, что именно в результате тестирования мы выявляем тех граждан, которые у нас сегодня находятся в наших инфекционных больницах. Итак, какова текущая ситуация? Значит, в городе Якутске у нас с вами есть 3 больных, один из которых прибыл из-за рубежа, он уже к окончанию, надеюсь, к скорому выздоровлению подходит. 2 новых больных, их заболевание коронавирусом связано с наличием у них пневмонии. Соответственно, значит, идет лечение. В городе Якутске в инфекционной больнице находятся также жители горного района, которые также, как вы знаете, получали у нас лечение и заразились, значит, по предположению врачей, коронавирусом в одной из клиник Санкт-Петербурга. И, соответственно, значит, на настоящий момент, сегодня днем, принято решение Министерством здравоохранения после проведения телемедицинской консультации о том, что в город Якутск у нас на настоящий момент, значит, везут больного, который находился в Вилюйской инфекционной больнице. То есть по маршрутизации, которую мы определили на настоящий момент, вот, значит, такова нагрузка на инфекцию в городе Якутске на настоящий момент. Выявлен весь круг контактных лиц, значит, часть из них отрицательные результаты, часть из них еще находится, значит, непосредственно в работе. Круги – это в основном, опять же, семейные круги потому кто с ними вместе ехал в такси, в автобусе, соответственно, значит, в самолете. То есть это как раз круги близкого общения, значит, как такового. Вторая у нас точка, которая сегодня для нас является болезненной точкой, это город Алдан, там, где непосредственно введен полный карантин. Наверное, это один из городов России, в которых введен карантин. Да, полный карантин подразумевает вообще полное, значит, вход и выезд, запрещенный вход и выезд именно непосредственно в городе Алдане. 2 очага у нас там, 1 очаг семейный после посещения, значит, непосредственно опять же, одного из членов семьи, значит, санатория-профилактория, и вот приезд в Алдан с ковидным заболеванием. Сегодня вот у нас практически вся семья находится в инфекционном отделении, контакты также отрабатываются. В основном тоже контакт семейный и контакт, соответственно, по работе. Хорошо, что у нас там женщина достаточно тоже такая дисциплинированная, пенсионерка, и круг контактов не сильно большой. И большой круг контактов, он достаточно резонансный, он связанный
с рынком торговли, значит, фруктами и, соответственно, продовольственными и непродовольственными товарами на территории Алданского района. В нем контакты очень большое количество, контакты все выясняются, и, соответственно, значит, под подозрение у нас попали и, например, руководители города Алдана, и сегодня об этом сам глава города Алдана, значит, Александр Лукич Бугай сказал, и вот как сегодня, значит, докладывает наша лаборатория, он имеет отрицательный результат, то есть, соответственно, значит, алданцы могут не переживать за здоровье своего градоначальника. Ну а дальше сами продолжать, в общем-то, выполнять непосредственно, значит, осуществлять режим самоизоляции, потому что остановить вирус, как и везде, в Алдане можно его распространение только если находиться дома. Наиболее сложным, с нашей точки зрения, является очаг, который находится у нас в Ленском районе. В самом городе Ленске у нас на настоящий момент на территории Ленского района по постановлению главного санитарного врача введена карантинная зона. Карантинная зона в районе, соответственно, дислокации, значит, организаций, работающих на Чендинском месторождении. Значит, в наше лечебное учреждение 4 дня назад обратились работники одного из структурных подразделений, работающих на месторождении, и, соответственно, значит, им была оказана медицинская помощь, значит, и был подтвержден анализ на коронавирус, и, соответственно, значит, в инфекционном отделении оказывается соответствующая, значит, медицинская помощь. Кроме того, оттуда даже с месторождения, значит, поступили граждане также в тяжелом состоянии, то есть с повышенной температурой, которые наши доктора отработали, и, соответственно, значит, в настоящий момент мы тоже ждем их анализы. И, значит, все остальные контактные лица, как вы знаете по прессе, значит, частично были вывезены непосредственно в, значит, Ямало-Ненецкий автономный округ для того, чтобы, значит, начать отработку в том числе и там. Действительно, на месторождении находится достаточно большое количество, значит, работников. На главой Республики Саха-Якутия принято решение, значит, рекомендовать структурам, работающим там, создать единый объединенный штаб и начать отрабатывать вопросы, связанные с, значит, форматами лечения, оказания помощи. На настоящий момент также на месторождении и в Ленском районе вместе с нами работают и медицинские работники Ямало-Ненецкого автономного округа. Значит, вот в целом вот такая вот ситуация. Она полностью держится властями у нас под контролем. Мы понимаем, сколько у нас есть инфицированных, понимаем контактных лиц. Четкая картина с самого начала. Мы всегда были перед вами, значит, честны, понятны, каждый раз говорили тогда, когда у нас возникала та или иная проблема, объявляя об этом. Никаких каких-то таких вот оснований для того, чтобы, значит, там, не договаривать что-то. Оно, в принципе, у нас республика маленькая. Я думаю, что даже по нагрузке на инфекционную больницу ясно, понятно, сколько у нас сегодня лежит и как удачно наши врачи сегодня, в общем-то, лечат заболевших. Это ситуация в целом вот по ковиду как таковая, именно по больным и по работе системы здравоохранения республики. Значит, на настоящий момент наши лаборатории продолжают работать для того, чтобы выявлять. Мы все-таки работаем с группами риска до сих пор, потому что они у нас очень многочисленные. Это те граждане, которые пожилые, которым 65+, граждане, которые с хроническими заболеваниями, группа хронических заболеваний известна, граждане, которые прибыли из-за рубежа, граждане, которые прибыли из других субъектов Российской Федерации. Это непосредственно, значит, наши с вами граждане, которые работают в непосредственном контакте с вирусом. Это медицинские работники, это работники полиции, волонтеры. И, соответственно, значит, все мы их обрабатываем и соответствующую диагностику проводим. Необходимо обратить внимание на моменты, которые связаны с тем, что на настоящий момент количество обсерваторов, задействованных на территории республики, у нас увеличивается. Значит, увеличивается количество обсерваторов и, соответственно, работающих в них. Значит, сегодня
мы помещаем уже в обсерватор, если в начале года мы помещали в обсерваторы только жителей, например, прибывших из Китайской Народной Республики, то сегодня мы уже помещаем в обсерватор всех, значит, наших соотечественников, которые прибыли из других субъектов Российской Федерации, если они не могут, если по их месту жительства не может быть обеспечена самоизоляция. Еще раз обращаем внимание уже в который раз, что под самоизоляцией прежде всего понимается нахождение лица в отдельном помещении, в квартире, которая не позволяет ему общаться со своими родственниками. Именно нарушение этого правила у нас сегодня расширило круг лиц по Алдану семейного очага, по Якутску семейного очага. Если уже все-таки есть эта ситуация в вашей семье, то лучше отдавать себе отчет и, в общем-то, соглашаться на условия обсерватора, чем непосредственно все-таки нести этот вирус в семью. Вирус действительно коварный, и мы не раз на это обращали ваше внимание. Соблюдение порядка по самоизоляции, значит, так же, как и соблюдение правил, установленных указом главы Республики Саха-Якутия, они сегодня у нас находятся в рамках административного кодекса Российской Федерации, административного кодекса Республики Саха-Якутия. Соответствующие федеральные органы в виде МВД, МЧС и Росгвардии наделены соответствующими полномочиями для того, чтобы налагать штрафы. Ну и сегодня уже органами внутренних дел, значит, достаточное количество вынесено протоколов, ну и видно, что уже, значит, проводится работа. Мы видим сотрудников милиции, у нас полиции вместе с Росгвардией на улицах нашего города. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы мы находились дома, не потому что на улице находятся у нас сотрудники правоохранительных органов, а потому что мы понимаем, что только таким образом мы можем побороть этот вирус у нас на территории республики. Вчера был принят указ главы Республики Саха-Якутия, по которому непосредственно определены 3 зоны действия ограничительных мер на территории республики. Есть у нас с вами улусы, которые находятся в природной изоляции. Для них не нужно никаких ограничений. Там и так нет, по сути дела, движения как такового. Для них существуют свои правила и ограничения. Есть улусы, которые у нас являются опасными и достаточно такими мобильными по движению. Для них установлены более жесткие правила. И, конечно, есть группа сельских районов, которые по своему содержанию сегодня, значит, могут себе позволить, значит, более ослабленный режим изоляции и, соответственно, прежде всего выполнять базовую свою функцию, значит, как развитие, в том числе, прежде всего, сельского хозяйства, потому что сезон у нас уже скоро наступает, и нужно, соответственно, значит, все-таки приступать к уже подготовке к весенним, там, сельским работам, и в том числе и летним, потому что в любом случае мы живы и будем надеяться на нашу продовольственную безопасность только сильными сельскими районами. Вот, наверное, базовые позиции, которые я сегодня хотела бы озвучить, и готова, как обычно, ответить на ваши вопросы. Если вопрос будет не слышно, то вот в чате я его увижу. Значит, Ольга Валерьевна, Иван меня спрашивает, как обстоят дела с весенним призывом, известна ли дата переноса. На настоящий момент дата переноса неизвестна, но у нас уже есть некоторые, как я уже говорила, позиции по весеннему призыву. Значит, есть вопросы, которые сегодня уже решены Российской Федерацией в части все-таки отсрочек окончив выпускников школ в части, значит, их весеннего призыва как такового.